В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. После дождливой погоды в Якутске синоптики обещают наступление жары. И самым посещаемыми местами в это время станут водоемы. Готовы ли городские службы к наступлению купального сезона, где будут открыты городские пляжи? Обо всем этом и не только мы узнаем у нашего сегодняшнего гостя, директора службы эксплуатации городского хозяйства Виталия Чикачева. Виталий Семенович, здравствуйте. Спасибо, что уделили время и приехали к нам в студию. И хотелось бы начать наш разговор с вопроса. В прошлом году в Якутии функционировал один только единственный пляж. И появятся ли в этом году в столице новые оборудованные места? Действительно, у нас на сегодняшний день есть единственный муниципальный пляж, который, как и все горожане знают, находится у нас на 202 микрорайоне. В этом году также он будет функционировать. В мае месяце у нас проведен конкурсный отбор по подрядчику, который будет заниматься данным пляжем. Победил у нас ООО «Парк Северное сияние». Он уже третий год эксплуатирует у нас пляж. И сказать то, что он и в зимний период, всем известные зимние горки, вот этот подрядчик у нас данными мероприятиями занимается. В прошлом году у нас были проведены мероприятия по обновлению данного пляжа. У нас закуплены были спасательный инвентарь, это буйки новые, новая вышка для спасателей, установлены новые будки и душевые, также новые туалеты установлены. В принципе, на сегодняшний день мы готовы принять наших жителей города Якутска и гостей города Якутска на пляж. Пляж откроется у нас ориентировочно 29 июня. Буквально на прошлой неделе мы получили разрешение от Роспотребнадзора. По качеству воды у нас все соответствует, и по почве тоже у нас проведены также, конечно, санитарные уборочные мероприятия. Поэтому мы жителей нашего города ждем на нашем пляже. А городской округ, город Якутск, очень большой, в частности в Табаге у нас имеется тоже пляж, санкционированный, не санкционированный, но все же там очень часто купаются люди, причем в больших количествах. В Кангаласах то же самое. Эти точки как-то отслеживаются? Вы правильно сказали, что на сегодняшний день это не санкционированные у нас пляжи. Пляжи у нас все-таки нужно получить разрешение на отвод земли, чтобы организовать там все условия для купания. Да? Это первое. Второе, как я уже ранее сказал, нужно получить разрешение от Роспотребнадзора. Это взять пробы по качеству воды, на санитарно-химическое состояние, на бактериологическое состояние. И далее, конечно же, пляж должен быть полностью организован. Это новый чистый песок должна быть проведена уборка от бытового мусора, помимо самого территории, прибрежной части, территории пляжа. И, конечно же, на самом водоеме нужно убрать все остатки от зимних, какие-то свалки там были. Поэтому здесь мероприятия очень серьезные. Помимо этих должны быть заключены договора со специализированными организациями, которые будут следить за правопорядком на пляже, и со специализированными организациями по спасению людей в случае каких-то непредвиденных или ЧП ситуациях именно на водоемах. Пляжи должны быть также полностью оборудованы буйками, сеткой, чтобы для любителей, кто у нас любит далеко поплавать, чтобы для них это было сигналом. И, конечно, вышка для спасателей, лодки, жилеты спасательные, круги. И чтобы сервис соответствовал уровню, должны быть, конечно же, и туалеты, и раздевалки, и душевые. То есть должен быть комплекс условий. На сегодняшний день таких условий нету. И я повторюсь, сегодня у нас действует один муниципальный пляж, это на 202 микрорайоне. Виталий Семенович, вы сейчас рассказали про мероприятия, которые проводятся до начала купального сезона, то есть по очистке дна, по взятию проб воды, а в течение самого сезона эти мероприятия осуществляются, то есть сам же водоем нужно не только подготовить, но и поддерживать же еще в дальнейшем? Конечно, у нас, я же говорил, что у нас заключены договора, во-первых, по санитарному состоянию, договора заключены с предприятиями «Жилкомсервис», который будет у нас вывозить мусор и следить в целом за санитарным состоянием пляжа. Отойдем немного от пляжной темы. Хотелось бы поговорить на тему озеленения. С вашей стороны это каждодневная работа, естественно, совместно с управами. Какие новшества внедрены в этом году с точки зрения ландшафтного дизайна в Якутске?
Да, в части благоустройства в городском хозяйстве у нас одно из направлений есть, именно это в весенний и летний период, это озеленение нашего города. Вот. И у нас, конечно, новшества мы ежегодно внедряем. В этом году у нас будет озеленение в части ландшафтного дизайна. Это на круговых развязках по Покровскому тракту, на Гемиине и на Кольцевой по Портовскому шоссе. Вот, если говорить по тематике, то по Покровскому тракту у нас значит, дизайн будет в якутском стиле. Тематика – это якутский Алас. То есть у нас газон будет застелен, ромашковый газон. И значит, вокруг него будут у нас пастись лошади. В деревянном исполнении все это будет. Ввиду того, что у нас в центре этой окружной развязки есть емкостя, который у нас занимается автоматическим поливом, чтобы было красивее, мы его декоративно, значит, сделали в стиле якутского балагана. Поэтому вот такой в центре города Якутска у нас будет якутский Алас с высаженными березками, и, соответственно, это все в ночное время будет освещаться у нас уличным освещением, фонарями. Все это запроектировано дизайном и согласовано с главным архитектором города Якутска. Каждый год окружная администрация озвучивает очень большие цифры по планам высадки цветов. Сколько цветов планируется высадить в этом году? Ну, начну с того, что эта планка у нас с каждым годом растет. Главой города Якутска с 2016 года эти мероприятия начались, и называлась акция «Миллион цветов». В 2016 году мы посадили 1 000 000 цветов, в 2017 прошлом году мы посадили 1 200 000 цветов, и в этом году вот планку нам глава города поставил посадить 1,5 миллиона цветов. Ну и мы благополучно к празднованию национального праздника ЭСЭХ мы 1,5 миллиона цветов высадили. Но здесь я хотелось бы сказать, что эта работа проведена была вместе со всеми жителями нашего города. Это не только работа наших управ и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Действительно, здесь все поучаствовали в посадке в этих деревьев, и школы, и детские сады, и медицинские учреждения, и управляющие компании, и управы, и бизнес-сообщества. Все приняли участие для посадки цветов. Виталий Семенович, как, на ваш взгляд, можно увеличить количество зон зеленых в городском округе город Якутск? Что нужно для этого сделать? Какие проекты предпринять и какие силы вложить? Ну, для этого, во-первых, я считаю, надо просто любить свой родной город. Вот, о чем я говорил, то, что мы сегодня не только предприятия занимаются озеленением, да, специализированно, а все жители города занимаются этим. Поэтому благодаря любви, конечно, и нашей финансовой и материальной поддержки, да, это по завозу, допустим, чернозема, земли, да, по покупке рассады, конечно, всеми нашими усилиями мы город наш делаем красивее, зеленее и экологически чистым. Вот, например, в части того же новых каких-то дизайнерских решений, все, наверное, жители уже видят, как у нас площадь Орджоникидзе преобразовалась, у нас построена там фитостена из цветов, построен у нас цветочный ковер. Цветочный ковер у нас сделан в таком стиле, что можно прийти вовнутрь туда и на месте сфотографироваться. Это как будет как лежите на ковровой цветочной поляне. Поэтому вот благодаря всеми нашими совместными усилиями у нас город и зеленее, и красивее становится. А тогда, само собой, напрашивается вопрос, а в течение летнего сезона поддержкой этих зеленых зон кто занимается? Вы также разыгрываете тендеры, тут также частные предприятия этим занимаются или все-таки городские службы поддержки? Да, этими мероприятиями у нас занимается предприятие «Кудорстрой», специализированная организация, которая занимается и посадкой цветов, и, соответственно, дальнейшим ее содержанием и поливанием. Вот. Также округа у нас занимаются. Кстати, здесь надо добавить то, что у нас помимо цветов, у нас акция также идет по посадке деревьев. В этом, значит, году с весны по осень у нас задача посадить более 20 тысяч деревьев и кустарников. Вот, на сегодняшний день мы первым этапом весной посадили более 11 тысяч кустарников и деревьев.
Вот, и на осень осталось у нас также посадить 10 тысяч деревьев. Поэтому, я думаю, задача выполнима, и мы все это выполним своевременно и в сроки. Тогда такой вопрос, как сейчас происходит обустройство дворовых территорий? Обустройство дворовых территорий у нас началась эта программа с прошлого года. Если брать динамику с прошлым годом, то, конечно, в прошлом году и финансирование больше, и, соответственно, и дворов больше было благоустроено. Да? Вот в прошлом году финансирование общее было порядка 150 миллионов рублей, из них 80 миллионов это федеральный бюджет был, 10 миллионов бюджет республиканский был и 60 миллионов бюджет города Якутска. В прошлом году благоустроено было 21 дворовая территория. В этом году же бюджет много меньше, это 42 миллиона рублей, вот, из них 39 миллионов рублей это бюджет города Якутска. Остальные 2 миллиона – это федеральный бюджет, ну и оставшиеся деньги – это республиканский бюджет. Поэтому на эти средства у нас предусмотрено в этом году, значит, благоустройство сделать 4 дворов, где улучшат свои условия жители 7-8 многоквартирных домов. Поэтому такие мероприятия запланированы, и до конца августа месяца у нас эти все работы должны быть завершены. Есть у нас по Лермонтова 15, 17, 19 – это комплексная застройка вместе с детскими площадками, с уличным освещением, с озеленением, с асфальтированием дорог. Ну и оставшиеся по Можайского, по птицефабрике и по Сергеляскому шоссе, по вот этим 5 значит, многоквартирным домам у нас будут проведены работы по минимальному перечню. Но это тоже большая работа по благоустройству. Всего, конечно, планируется благоустроить 26 тысяч квадратных метров в этом году. Виталий Семенович, спасибо за беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был Виталий Семенович Чикачев, директор МКУ службы эксплуатации городского хозяйства города Якутска. Поговорили мы сегодня на тему благоустройства столицы. С вами работал Василий Радченко. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.